личность Буян-Бадыргы не знают, наверное, только младенцы. Но не все знают, что он родился в семье простого арата-табунщика Номчула Мангуша. И только спустя время он был установлен хайдыпом, наёном хемческого Дахошуна. Из многих тувинских наёнов именно ему удалось открыть новую страницу истории Тувы. Он вместе с духовным учителем Чамзы Камбы составил обращение к русскому царю Николаю II о покровительстве. И в 1914 году Россия приняла Уренхальский край под протекторат. Буян-Бадыргы родился 25 апреля 1892 года в местечке Аянгаты Барнхемческого Кажуна. Он с детства отличался остротой ума, большим чувством собственного достоинства, прекрасными манерами и склонностью к разумным компромиссам. Современники отмечали его образованность. Он свободно владел, кроме родного, монгольским, тибетским и русским языками. Он получил великолепное образование для своего времени, так как был сыном наёна Дахошуна Хайдыпа, владел несколькими языками, прекрасно изъяснялся на русском. И в свое время русские исследователи, которые приходили сюда, очень хорошо отмечали его как высокообразованного человека. В 1921 году, когда развернулись судьбоносные для тувинского народа события, ему было 29 лет. Еще до начала учредительного съезда Буян-Бадыргы собрал правителей Хемческого Кажуна и разработал проект Конституции, где объявлялся суверенитет Тану-Тува Улус. Данный проект Конституции был предложен наряду с проектами Иннокентия Софьянова на рассмотрение съезда и получил одобрение. На Тувинском учредительном съезде Мангуш Буян-Бадыргы был избран в первый состав правительства республики. В последующие годы он не раз избирался на высокие должности различного характера. Буян-Бадыргы поддерживал буддизм, активно участвовал в созыве Всетувинского съезда Лам. Какое-то время был председателем законодательной комиссии, писал закон о браке и семье. С его участием разработаны и приняты Конституции Республики 21, 23, 24 и 26 годов прошлого столетия. По ложному обвинению и как бывший байский чиновник Буян-Бадыргы был арестован в 1929 году, содержался в тюрьме. Практически 3 года он был арестован в тюрьме, неизвестно где. Сейчас очень большая работа ведется, конкретно в каком здании, может, это здание не существует. И в 1932 году их 3 расстреляли. Веяние пришло уже в 1921 году по реабилитации. Во всех учебниках Советский Союз считал, что это был классовый враг. И Шалбан Валерьевич Караул, один из первых указов в 2008 году было о реабилитации Мангуша Буян-Бадыргы. И на сегодняшний день большая работа ведется о том, чтобы его память, как основатель Тувинской Народной Республики, у нас в республике закрепилась. Мангуш Буян-Бадыргы был реабилитирован спустя десятилетия. Он являлся одним из основателей первого тувинского государства, видным государственным деятелем, умелым дипломатом и политиком, соавтором 4 тувинских конституций. Когда место правителя Дахошуна перешло Буян-Бадыргы Мангушу, ему было всего 16 лет. Но уже тогда он пользовался заслуженным авторитетом и у тувинцев, и у русских, и у монголов. Он навсегда останется в памяти потомков как видный политик и дипломат своего времени. Сайгын Бирбю, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, Тува 24.